Хатырску Апснахунткар Рахадаб Зелая Баша Хасасра Хатырску Изра Яха Аква Апсны Нухоп Яха Я Хартует Владислав Ардзенба Ихтизску Юлар Бжарат Яхаир Багваза. Дорогие друзья, сегодня праздник в Сухуме, в Абхазии. Мы открываем регулярное авиасообщение из международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба. В торжественной церемонии открытия пассажирского терминала принимают участие президент Республики Абхазия Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и супруга первого президента Абхазии Владислава Ардзенба Светлана Родионовна Джергеня. Слово предоставляется Светлане Родионовне Джергене. Дорогие присутствующие, от всей души поздравляю вас с открытием международного аэропорта имени Владислава Ардзенба. Bizi рашымыз хатырсгу ажлар. Хочется пожелать, чтобы этот аэропорт стал воздушными воротами в большой мир. Желаю нам всем мира, процветания и благополучия. Наунагдза апсынра. И табуб наунак за псынра, наунак за псны юлар, наунак за псны урыстулы хайюзера. Дорогие друзья, а право принять участие в торжественной открытии нашего аэропорта предоставляется молодым, юным гражданам Абхазии. Мямыш, в добрый путь.
Бзерашәымаз ҳара ҳаҟоуп ишиашоу ицо эфир аҿы. Ҩажәи-жәаҩа шықәса Аԥсны жәлар азыԥшын ари аҭоурыхтә хҭыс. Жәларбжьаратәи аҳаирбаӷәаза Владислав Арӡынба ихьӡ-зху аҳаирбаӷәазаҿы минуҭқәа рышьҭахь итәараны иҟоуп апассажиртә ҳаирплан. Ари апроект ауадаҩрақәа шацызгьы инагӡан. Иахьатәи аартра иалахәуп хыԥхьаӡара рацәала асасцәа. Ҳрыҿцәажәаны еилаҳкаап урҭ ргәаанагареи ргәалаҟазаареи. Олег Мсасович, здравствуйте. Сегодня вы присутствуете на вот таком торжественном мероприятии. Как по вашему мнению, что по вашему мнению вообще это для Абхазии? Сегодня действительно историческое событие. Значение его невозможно переоценить для нашей страны, для Абхазии. После более чем 30-летнего перерыва сегодня аэропорт города Сухум, аэропорт Абхазии, международный аэропорт имени Владислава Арӡынба принимает своих первых пассажиров. Я думаю, что это поистине грандиозное событие. Результатом можно считать достижение более интенсивных, более масштабных контактов, лучшего узнавания нашей страны со стороны зарубежных гостей, прежде всего российских туристов. Конечно, это свидетельство того, что наше взаимодействие с нашим стратегическим союзником, другом и партнером России развивается очень масштабно и успешно. Спасибо большое, Олег Мсасович. Мы еще не раз вернемся к этой теме. Мы продолжаем прямой эфир. И как вы уже поняли, сегодня пассажиров будут встречать в национальных костюмах с национальными танцами. Сейчас мы переключимся на другую локацию.
Перед вами выступил детский хореографический ансамбль «Абаза». Скоро вот-вот прибудет наш рейс. Мы все его с нетерпением ждем. Это еще один мост, еще одна связь, которая соединяет Абхазию и Россию. Сегодня Диаскурия прибыла. Как сказал Сергей Владиленович, такой электрички даже в России нет. Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо. Это очень приятно. Сегодня 1 мая, 1 мая, по старой доброй традиции. Советские люди все поздравляют друг друга еще и с этим праздником. А все остальные, которые присутствовали здесь, мы все друг друга поздравляем с праздником, потому что открытие авиасообщения — это для нас, для всех большой, конечно же, праздник, большое событие. Это значит, что мы будем чаще летать в Россию, из России чаще будут к нам прилетать. Значит, будем дружить еще теснее, будем дружить еще больше. Еще раз огромная благодарность всем за это событие. И хотелось бы также отметить, что сегодня, помимо всего прочего, еще и день рождения Нестора Аполлоновича Лакоба. Нестор Аполлонович вместе со своими соратниками Ефремом Эшбой и Николаем Акиртава стояли у истоков. Они восстановили фактически абхазскую государственность, которая была утрачена. Так что это такое вот знаковое событие. Это, наверное, все неспроста так сошлось в один день. А сейчас, дорогие друзья, перед вами будут выступать солисты государственного ансамбля Абхазии. Спасибо, дорогие друзья. Сегодня особенные слова, отдельные слова благодарности. Весь народ Абхазии адресует, конечно же, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Огромное, большое человеческое спасибо за такое внимание к нам, к нашей республике, к нашей маленькой, но очень, ну, извините за нескромность, и гостеприимной, и умеющей дружить республике. Спасибо. Я напоминаю, что сегодняшний рейс выполняет авиакомпания ЮВТ Аэро из московского аэропорта Внуково. Самолет летит с полной нагрузкой, так же, как и электричка. Это говорит о том, что большим спросом пользуется это направление. Мы рассчитываем, что в скором будущем не только Нижний Новгород, но и остальные российские города и регионы будут летать к нам. В свою очередь мы тоже будем летать во все уголки Российской Федерации. И очень хотим летать 2 часа 20 минут. И дай Бог, чтобы это произошло как можно быстрее. Несколько слов об инфраструктуре аэропорта, вернее, об аэродромной его части. По результатам реконструкции аэропорт может принимать современные типы средне- и дальнемагистральных самолетов, таких как Суперджет 100, Ту-214, МС-21, Airbus А320 и А330 и Boeing 737. Так что добро пожаловать, весь мир. Пожалуйста, ждем в гости. Люди спрашивали друг друга про вот эти вот комплексы, которые... Это временные конструкции, временные терминалы. Строительство нового аэровокзального комплекса в настоящее время ведется в северной части аэропорта. Его общая площадь составит около 5000 квадратных метров. Он будет включать в себя залы прилета и вылета, а также аркадную галерею с созданием входного контроля. Развитие инфраструктуры аэропорта будет продолжено. Регулярные рейсы же в Москву выполняются на 50-местном самолете «Бомбардир» CRJ-200. Следующий рейс состоится уже 3 мая.
А с 6 мая начнется полетная программа в Нижний Новгород авиакомпании «Икар» на самолетах Embraer 190. С июня ждем полеты на широкофюзеляжных самолетах и расширение маршрутной сети аэропорта. Так что все только начинается, дорогие друзья. Сегодня исторический момент. Мы все ждем с нетерпением. Мы можем также, у нас есть небольшое видео, показать вам, как все здесь строилось. Ну, это советский период. Аэропорт Сухуми был построен в середине 60-х годов. И вот в таком состоянии он был после войны. Да, реконструкция началась в 2023 году. Были проведены масштабные работы. Эти работы, как я уже сказал выше, они продолжаются. Ну, а это первый тестовый полет. И по традиции воздушных судов встречали, и сегодня тоже мы будем встречать. Мы видим, как прибывает первый регулярный пассажирский рейс Москва-Сухум. Из аэропорта Внуково в международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Дорогие друзья, совершил посадку рейс Москва-Сухум авиакомпании ЮВТ Аэро из московского аэропорта Внуково. Мы можем его также уже наблюдать визуально на взлетно-посадочной площадке. Полосе. Дорогие друзья, мы ждали этого 30 лет. Это историческое событие, исторический день. День, который останется в нашей истории. И, наверное, мы об этом дне будем рассказывать своим детям и внукам. Я так думаю. Сейчас самолет будут встречать водной аркой. Это приветствие, традиционное приветствие водной аркой из аэродромных пожарных автомобилей. А также хочу довести до вашего сведения, что на аэродроме установлено современное светосигнальное оборудование по первой категории ИКАО. Автоматизированная метеорологическая измерительная система. Введены в эксплуатацию наземные средства радиотехнического обеспечения полетов и связи, обеспечивающие инструментальный заход воздушного судна на посадку. Да, на самом деле самолет летит с полной загрузкой. Вот и приветствие. Мы тоже приветствуем.
Еиҭах аус ҳуеит ишиашоу ицо аефир аҿы. Ишыжәбо еиԥш ари аҭоурыхтә хҭыс зҽалазырхәырс иааиз рхыԥхьаӡара даараӡа ирацәоуп. Абыржәтәи аминуҭқәа рзыҳәан апассажьырцәа аҳаирплан иҭыҵраны иҟоуп, урҭ ирзыԥшу рацәаҩуп. Аха ҳара иааиз ҳрыҿцәажәаны еилаҳкаауеит иахьа ргәалаҟазаара зеиԥшроу ари ахҭыс азыҳәан гәаанагарас ирымоу. Ҳауазар ирыдысныҳәалар сҭахуп, иахьатәи Владислав Арӡынба дуӡӡа ихьыз згәы ахаирбаӷоз аартра, ари ныҳәара дууп ҳәа исыԥхаӡоит сара, гәык-ԥсык ала ҳауаазлар зегьы ирыдысныҳәалоит. Уи нахыс исҳәар исҭахуп, иацҵар сҭахуп, абри аус иадгылаз Урыстәыла аҳәынҭқарра аиҳабыра, ара Аԥсны аҳәынҭқарра аиҳабыра даараӡа иҭабуп ҳәа раҳҳәоит. Ари иахатәи ахҭыс еиҭах исҳәахуеит, ҩажәа шықәса ҳаԥхыӡала иаҳбар иахаҳҵаӡомызт, иаха ус дуӡӡа аамҭас иҳарҭеит ахаирбаӷоз аартра. Ари ус дууп, Аԥсны аҳәынҭқарра економика даараӡа иацхраауеит, атуризм даараӡа иацхраауеит, аусура иаҳа-иаҳа аԥсшьацәа иаҳа-иаҳа ирласны абри амуаартуеит, иаҳа-иаҳа Анцгьы уҳәар зехьынџьара Аԥсны аҭагылазаашьа даараӡа иарԥшӡоит, иахәоит, даара ҳгәырӷьаҵәа ҳауп, гәык-ԥсыкла ирыдысныҳәалоит зегьы ҳауаазлар. Иҭабуп идуӡӡаны, ҳара иацаҳҵоит аефир, уажәтәи аминуҭқәа рзыҳәан ҳарзыԥшуп апассажьырцәа, иҵегьы ахҭысқәа шымҩаԥысуа шәҳардырлоит. Итак, прибывают первые пассажиры, мы их всех ждем здесь, но кто первыми выйдут из самолета, вот это будет сейчас интересно посмотреть. Итак, первый пассажир — это Евгений Князев, народный артист Российской Федерации, народный артист Республики Абхазия, а руководитель знаменитой «Щуки». Аля Савицба. Алхаз Квициня, посол Абхазии в России. Так, я не углядел, мне подсказывают, что еще Алиса Гицпа тоже вышла. Алиса Шаловна Гицпа, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка Российской Федерации. Да, пассажиры сейчас проходят паспортный контроль, все необходимые процедуры. Уважаемые пассажиры, продолжается регистрация билетов с оформлением багажа на рейс авиакомпании ЮВД Аэро номер 708.
вылетающий в Москву, аэропорт Кружева. Аплодисменты. Первый пассажир. Народный артист Республики Абхазия. Народный артист Российской Федерации. Евгений Владимирович Князев. Добро пожаловать, дорогие наши гости в Республике Абхазия. Так, Евгений Владимирович, конечно же, тост. Как же без тоста? Боже мой, мы сейчас первооткрыватели. Мы искали этот долго путь, мы искали в небесах, летали над горами, летали над морем. И вот увидели аэропорт, увидели огни, увидели много людей, которые нас ждали. И мы сюда прилетели. Это большое счастье, что открылся аэропорт. Да, такое время сложное, но сумели открыть аэропорт. И я поздравляю как правительство Абхазии, и я поздравляю правительство Российской Федерации, которое в этом очень способствует и содействует. Мы прилетели из Российской Федерации. Поздравляю вас всех. Спасибо. Не показался ли полет каким-то долгим, утомительным? Какая атмосфера царила на борту? У нас была прекрасная команда пассажиров. Мы были подготовлены к этому полету. Нам было весело. Мы пели песни. Мы готовились к этому полету. Мы даже готовы сейчас будем вам это все продемонстрировать здесь, если вы захотите. Поэтому у нас все... Да, мы репетировали там на борту к посадке, и было несколько раз такое ощущение, что мы можем сбить центровку самолета. Поэтому мы делали все это аккуратно, чтобы прилететь и чтобы не испортить праздника. Праздник мы не испортили. Спасибо. Спасибо. Все, ждем остальных пассажиров. Уже есть некоторые пассажиры, это я, Общественная палата России. Общественная палата Российской Федерации. Ваши коллеги здесь вас ждут из Общественной палаты Республики Абхазия. Добро пожаловать. Спасибо. Я вижу, у всех у вас хорошее настроение. Да, у нас действительно прекрасное настроение. Такого веселого рейса я, наверное, в жизни своей не видела, потому что мы начали с каких-то песен, которые, обычные, а потом, вы знаете, мы перешли на песни военных лет. И наш самолет пел песни, и я с удивлением увидела, что очень много молодых ребят было в самолете, и они прекрасно знают слова военных песен. Я рада приветствовать всех от имени Общественной палаты России. Я думаю, что у нас еще будет много возможностей поговорить и придумать совместные проекты, потому что этот рейс, он открывает, такую дорогу сотрудничества. Спасибо. Спасибо, еще раз добро пожаловать. Пока никто не прилетел, еще не долетел, мне хотелось бы вот это. Вот это да. Пока там проверяют, очень сложная процедура и очень ответственно, особенно в первый рейсе, относятся сотрудники аэропорта, чтобы, не дай бог, кто-либо в нашей команде не прилетел, что
там документы не в порядке или не имеют они права. Сейчас они долго будут пробираться, и это все равно это случится. А сейчас мне очень хотелось бы вот как бы порадоваться нахождению на этой благословенной Богом абхазской земле, пожелать ей много радости, развития, чтобы все то, что задумали и благодаря последним выборам президента, все было выполнено. Мне хотелось бы, Сергей Валентинович, здрасте, я вас не видел. Мне хотелось бы, может быть, Александром Сергеевичем Пушкиным, вот как-то вот я думаю, что мне сказать, а, наверное, лучше Пушкина никто не скажет, потому что в нем заложены последние слова, те, которые так необходимы всем нам. Что смолкнул веселье глаз, раздайтесь вакхальны припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, в густое вино на звонкое дно заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Браво! Алиса Шаловна Гицба, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка Российской Федерации. Мне подсказали, что вы пели «Катюшу» на борту. Вам правду сказали. Вот я не знаю, где мой замечательный гитарист, если он сейчас подойдет. Вот надо попросить, чтобы его побыстрее пропустили. И мы тогда споем что-нибудь еще. Тем временем я наблюдаю, господин посол, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Алексеевич Квициния. Приветствую всех с праздником. Благодарю всех причастных людей, руководство Российской Федерации, руководство Республики Абхазия за тот прекрасный праздник, за восстановление, как мы сейчас говорим, исторической памяти 30-летней давности. Мы ждали 30 лет этого праздника. Спасибо вам всем большое. Всех поздравляю. А гитариста еще не пропустили. Или гитарист прошел. Так, но у нас есть танцы. Итак, а танцы у нас, как и песни, не заканчиваются. Браво! Народный артист Абхазии Анри Ферзба и заслуженный артист Абхазии Ларен Герхелия. Спасибо. У нас сегодня великий праздник. Более 30 лет мы не дали к себе на родину. Я, будучи студенткой Российской академии Гнесиных, последний раз сюда прилетала в 1992 году на каникулы.
Потом началась война, и 30 лет мы летали в Сочи. Я очень рада тому, что сегодняшнее событие стало таким важным. Спасибо огромное всем, кто принимал участие в организации полетов в Сухум. Спасибо вам. Низкий поклон. Я хотела бы исполнить, я не знаю, где там наш гитарист, но я, находясь на своей родине, хочу спеть абхазскую песню. Песню о скале. Итак, гитариста по-прежнему нет, но у нас есть аккордеонист, замечательный аккордеонист Шарах Абгаджава. И... Браво, браво. Итабуп, ашаху заги, ушта, ажи ахмуршва зарабха, хасас, наверняка немножко устали наши
Дорогие гости, с дороги, несколько часов все-таки в самолете, это, наверное, не так легко. Хотя, как сказал Евгений Владимирович, время пролетело просто незаметно. Абсолютно незаметно. Ну что ж, еще раз, добро пожаловать! Регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией запущено. Под аплодисменты мы встречаем пассажиров первого рейса. Ты даришь мне тепло свое и песни из хрустальных рек. Прекрасней не найти тебя вовек. Живи в веках, Абхазия моя, благословенная моя земля. Цвети, мой любимый край родной, ты будешь в сердце навсегда со мной. Абхазия моя родная мать, тебя я не устану прославлять. Пусть Бог всегда от бед хранит тебя. Живи в веках, Абхазия моя. Действительно, сегодня историческое событие, открытие аэропорта после реконструкции спустя 32 года. Аэропорт города Сухум имени Владислава Ардзинова принял первый регулярный рейс. Я в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто сопричастен к этому событию. В первую очередь, безусловно, без политического решения этого события быть не могло. Благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу, который дал одобрение этому проекту. И спустя 32 года граждане нашей страны, гости нашей республики имеют возможность приземлиться в аэропорту. Безусловно, это событие необходимо было сопровождать, реализовывать. И в этом смысле ключевую роль, безусловно, сыграл Сергей Владимирович Кириенко, который под личным контролем держал ход реконструкции аэропорта, запуска аэропорта. Я уверен, что это историческое событие принесет особый импульс развитию нашего государства, нашего отечества, нашим двухсторонним взаимоотношениям. Пользуясь случаем, я не могу не поблагодарить и благодарю человека, который искренне верил, начинал реализовывать этот проект, Аслан Георгиевич Бжаня, который был идейным вдохновителем этого проекта, и сегодня в том числе его заслуга, что наш аэропорт заработал. Пользуясь случаем, я как председатель комиссии координационной по реконструкции аэропорта хочу поблагодарить всех членов комиссии с российской стороны, с абхазской стороны, инвестора, инфраструктурное развитие. Без общих усилий этого проекта не было бы. Еще раз поздравляю народ Абхазии, наших гостей с таким историческим событием. Спасибо большое. Сергей Владимирович, первый регулярный Москва, а дальше география возможно, что расширится? Невозможно, а точно будет расширяться. Я вот, знаете, в добавлении к тому, что уже сказал Бадр Зурабович, действительно реализация этого аэропорта – это прямое поручение президента России Владимира Владимировича Путина. И, как принято, у нас все поручения президента должны выполняться точно в срок. На встрече Владимира Владимировича с Бадром Зурабовичем в Москве была достигнута договоренность, что аэропорт будет запущен 1 мая. Вот сегодня ровно 1 мая. Старт рейсового сообщения. Уже на этой неделе пойдет следующий борт не только из Москвы, но и из Нижнего Новгорода. И у нас еще увеличивается количество и аэропортов. И самое главное, пока аэропорт
аэропорт принимает самолеты узкого фюзеляжа. С начала июня добавятся самолеты широкофюзеляжные, уже на несколько сот пассажиров. Ну и судя по тому, как были распроданы билеты на первые рейсы и забронированы, мы понимаем, что огромное количество и жителей Абхазии, и гостей Абхазии с радостью воспользуются возможностью, особенно в условиях предстоящего туристического сезона. Кстати, вот вы спросили про другие регионы. Действительно, сейчас многие регионы смотрят возможность отправки рейсов для того, чтобы своих работников, своих жителей иметь возможность летом отправлять на отдых, оздоровление в Абхазию.